Всё, спасибо большое. Передаю вам слово. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые участники нашего 14-го вебинара. Добро пожаловать всем на онлайн-вещание, в том числе. Та программа на сегодняшний день, которая представлена, мы будем работать в течение ближайшего часа с 15:00 до 16:00. Тема сегодняшнего дня – лучшие практики профилактики конфликтов среди молодежи в обществе во время COVID-19 и политической нестабильности в Кыргызстане. Ну и, собственно, что это нам дало, какие уроки мы выучили, какие уроки не выучили. И сегодня с нами будут три известных человека. Среди них, например, Игбалджан Мирсаитов. Это известный политолог, конфликтолог, большой специалист и эксперт в сфере религиозных отношений. Это госпожа Ширин Бакытова, очень хороший, толковый человек, специалист, разбирающийся по молодежным проблемам. И она будет рассказывать о том, что происходит на Рыне, на Рынской области. И с нами еще Бектур Медетов, как вы прекрасно знаете, это наш гражданский активист, очень активный и уважаемый среди молодежи города Талас, Таласской области. Что примечательно, среди приглашенных экспертов нет ни одного бишкекчанина. Да? То есть это у нас представители южных областей и Таласской и Нарынской областях. Теперь я вот хотел уточнить, Шакират Иркиновна, Джунус, они с нами, да? Или попозже присоединятся? Не подключиться попозже, но мы можем начать обсуждение. Отлично. И тогда первое слово передаем нашему уважаемому эксперту Игбалджану Иркиновичу Мирсаитову. Не могли бы вы поделиться? Уважаемый. Да, пожалуйста, вы скажите, Шердылбеки. Поделитесь, пожалуйста, что все-таки происходило из ваших наблюдений в прошлом году, да, то есть имеется в виду, мы были все свидетелями, в принципе, предыдущие семинары, вебинары были посвящены и теме семейного насилия, когда понятно, что люди в городе Ош, город Бишкек, это были, так сказать, красные зоны, когда люди сидели по домам, в отличие, например, от города Талас, от города Нарын. Был всплеск, скажем так, семейного насилия в отношении мужей, со стороны мужей по отношению к женам, по отношению к детям и так далее. Да. Где-то было что-то переходило, ну, скажем так, различного рода звучали лозунги в социальных сетях, ну, как-то все обошлось. Да. Но, опять-таки, вся вот эта волна большого недовольства в том числе сыграла свою роль и в октябрьских событиях, да, когда у нас произошла смена власти. Да, спасибо большое, что вы дали слово. У нас интернет плавает. Я, наверное, пока отключусь, да, я имею в виду видео, я позже выключу. Видимо, трафик не тянет. Хорошо. Но мы все здесь, запись идет. Да? Хорошо. Вы знаете, на самом деле очень, к сожалению, Кыргызстан, к сожалению, не был готов к тому, чтобы вот принять как положено и реагировать, и сделать адекватные какие-то меры по предотвращению распространения коронавируса в начале, вот именно в марте-апреле 2020 года. И это случилось еще из-за того, что люди не поверили, честно говоря, в эту пандемию, особенно в частности молодежь не поверила. И самая первая была реакция, то, что это, конечно же, блеф, это провокация, здесь возникли несколько теорий заговора, тут и вышли и молодые люди, и религиозные активисты высказались в интернет-изданиях, в социальных сетях. Конечно, никто не ожидал такой, как бы сказать, результата безответственности людей, потому что на самом деле пандемия вскрыла очень такие наши с вами,
даже те развитые европейские страны, западные страны не смогли отреагировать должным образом, что же говорит о Кыргызстане. Но тем не менее, очень интересные были события и очень интересные были процессы, которые происходили в Аше и во всем на юге Кыргызстана. То, что первый момент, то, что было, помните, еще был дискурс такой очень большой в социальных сетях между теми людьми, кто религиозными активистами и вот светскими активистами, сторонниками светского, то, что вот коронавирус все-таки в Кыргызстан завезли паломники. Вот. Очень много было таких людей, которые говорили и очень жестко отзывались о таких людях. Второй момент – это то, что было, вот помните, если из числа первых людей, кто заболели, и был, конечно, и, к сожалению, летний исход, это были среди людей, кто занимался даватом. Конечно, вот здесь очень интересный был фактор, то, что люди восприняли это, как бы сказать, очень жестко, очень критично и негативно восприняли такую ситуацию, то, что вот виновниками вот этого распространения коронавируса оказались религиозные люди, вот, к сожалению. Вот. И тем более то, что многие не поверили в то, что существует такой коронавирус, я уже говорил ранее. И плюс к этому, вы знаете, на самом деле вот эта апатия и, как бы сказать, еще неподчинение карантинному режиму. Вы помните, у нас чрезвычайная ситуация была, чрезвычайное положение вводили в Аше и в других городах. Что самое интересное, для многих это было, как бы сказать, неприятно, раз. Во-вторых, это было, как бы, когда это возникло еще на волне каких-то вот протестных, как бы, не волнений, а уже протестного мировоззрения, что ли. Уже возникает некая такая социальная оппозиция молодежи, которая протестует в социальных сетях, протестует в других местах, то, что вот почему ограничивает, так как это несуществующая вещь. Но, смотрите, к сожалению, к великому сожалению, июль показал тот момент, когда люди, все-таки большинство людей поверило уже в коронавирус, и уже чуть-чуть было поздно, потому что мало кто использовал санитайзеры, мало кто носил маски в общественных местах. Студенты, которым дали как бы учиться онлайн, многие, конечно, разъехались по домам, по селам, но все-таки возникла та ситуация, когда люди стали беспомощны. Они не могли адекватно отреагировать. Нужно должно и врачам, которые днем и ночью начали работать. Был огромный ажиотаж. И здесь нужно отметить ту гражданскую позицию молодежи, которая, во-первых, создала WhatsApp-группы, Telegram-группы, начали помогать друг другу. Люди специально покупали вот эти антикоагулянты, Кликсан, гепарин, и раздавали людям. Привозили по домам. Вот. Что нужно отдать должное, они реагировали на рост цен. Фармакологические заведения, наши аптеки, это было что-то из ряда вон выходящее, когда они повысили цены в разы на некоторые медикаменты. У людей не оказалось достаточных средств, чтобы покупать эти медикаменты. Вот. И второй момент, то, что люди начали постепенно, к сожалению, может быть и к счастью, но люди начали лечить сами себя, помогать друг другу. Каким образом? Начали открываться стационары дневные в домах, в кварталах. Те девочки и мальчики, которые учились в медицинских колледжах, в медицинских учреждениях, они начали помогать людям преклонного возраста. Даже если попросить помочь, они приходили, ставили капельницу и все остальное делали специально для людей. Они объясняли людям, как носить маски, как носить перчатки, как вести себя в общественных местах. Благодаря вот этим усилиям молодых людей, те, кто вот обучались, те, кто знали, как, например, поставить капельницу, или те, кто знали, которые что-то могли предпринять,
может быть, и было меньше летальных исходов среди населения, потому что среди населения возникла паника. И вот молодежь, она скооперировалась в WhatsApp-группах, в Telegram-каналах, в социальных сетях. Вот. В большей степени молодежь, она начала реагировать на такие вещи. Спасибо и низкий поклон этим ребятам. Например, сейчас, наверное, многие, кто меня услышит, они скажут, что я не прав, но все-таки я этих людей знать не знаю, честно говоря, я с ними лично не знаком. Но лично мне и моей семье во время пандемии помогли ребята, которые приехали из России. Это ребята, волонтеры, которые окончили, наши бывшие граждане, которые окончили наши медицинские вузы, уехали в Россию работать. Часть из них получила гражданство, часть из них работала в медицинских учебных заведениях и в медицинских учреждениях. Они приехали обратно в город Ош, на юг, и начали помогать нашим медикам и ходить по дворам, по кварталам, помогать людям. Среди таких людей были и те, кто действительно был волонтерами. Я вот знаю, например, как бы сказать, помогать не только вот именно словом, добрым словом, но и, например, медицинскими препаратами. У кого не хватало, даже, я помню, был дефицит вот этих конденсаторов, да, кислородных конденсаторов. Люди начали передавать друг другу, раздавать эти вещи, покупать людям другим, передавать адреса в WhatsApp-группах, помогали довозить людей, да, это было. Но плюс к этому еще нужно отметить, что как-то отреагировали еще и религиозные деятели, да. Если, например, взять, к примеру, имамов центральных мечетей, то имамы, конечно, были огорчены тем, что все-таки карантин и нельзя вот производить массовые молитвы и все остальное. Но с другой стороны, буквально все имамы начали как бы призывать носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Мечети были закрыты, но имамы приходили, имамы говорили. Даже, вы знаете, вот я вот где живу, в квартале, специально азан читают, чтобы все читали молитву у себя дома. Но перед азаном и после азана обязательно муэдзин говорил о этих вещах, которые нужно предохраняться, то есть носить маски обязательно, не выходить без надобности на улицу. То есть религиозные деятели, имамы помогали людям распространять вот эту информацию. Они через громкоговоритель в мечетях именно сообщали, что нужно, как нужно действовать в таких ситуациях. И обязательно нужно отметить о том, что и некоторая часть молодых людей помогала, например, правоохранительным органам во время карантина на блокпостах. Вот. Люди помогали друг другу, действительно. Но это было уже как последствие. Конечно же, мы, как таковой, не смогли отреагировать в начале на такие вещи. И, к сожалению, пандемия нас научила как-то по-другому взглянуть на свое существование, на свое поведение и на мир в целом. Потому что изменились ценности молодежи, изменились ценности у людей, мировоззрение, изменилось отношение к экономике, изменилось отношение к социальным вещам. Да? И на самом деле очень много было таких вещей, когда люди голодали, честно говоря. На самом деле не всем хватало гуманитарной помощи. Были люди, которые жили повседневным заработком, например, таксисты, официанты в кафе, например, те люди, которые пекли лепешки или что-то еще, самсы, кто готовил. Ну, люди, которые работали в сфере услуг, каждодневно добывали себе хлеб. Вот им было очень тяжело. Многие семьи действительно терпели очень большие трудности. И тогда, слава тебе, Господи, что были такие люди, которые за свой счет покупали продукты, развозили, передавали гуманитарную помощь через органы местного самоуправления. И органы местного самоуправления отреагировали на такие вещи. Конечно, я не скажу, что на все 100% все люди получили гуманитарную помощь, но на самом деле очень много людей, которые помогали безвозмездно друг другу. Фермеры, например, передавали мясо, пекарни передавали лепешки. Вот в то время, на самом деле, честно сказать, даже цены на продукты питания чуть-чуть выросли, но вот нужно отдать должное пекарням, кто готовил лепешки и все остальное, они не подняли цены.
не подняли цены, вплоть до полгода цена держалась на лепешки, на хлеб, для того, чтобы именно люди могли вот купать по старым ценам и жить на что-то. Вот. Но и, конечно же, здесь нужно отметить о том, что платежеспособность населения упала. Вот. Упала платежеспособность по коммунальным услугам, очень много было долгов у людей. Конечно, государство, не все государственные органы пошли навстречу людям. Есть те государственные органы, которые, конечно же, попросили оплачивать эти счета, например, за свет, за газ и все остальное. Но постепенно люди приходят в себя, конечно. И вот, если говорят, первая волна, она была как бы спонтанно, неожиданная реакция людей, а вторая волна людей научила более адекватно реагировать на такую ситуацию. Но и то, знаете, во второй волне заболели лишь те люди, которые не верили в пандемию, не верили в этот вирус. И те люди, которые, конечно, не предохранялись. То есть вы помните, наверное, да, ближе к осени мы открыли и строительный материал начали продавать, и магазины, и общественные базары, рынки начали открывать, общественный транспорт. Хорошо, что мы, честно говоря, еще не разрешили студентам выходить на учебу. Хорошо, что было онлайн и так далее. То есть вот здесь уже вторая волна, она была более, как бы сказать, люди более дисциплинированнее начали реагировать и отвечать на вызовы пандемии. Вот. Я думаю, что вот сейчас то, что происходит тоже в наших городах, это тоже ответная реакция на то, что люди все-таки, мы такое существо, наверное, мы забываем вот эти трудности, хотим забыть. И сейчас, наверное, вот это тоже несоблюдение общественных норм, социальной дистанции, масочный режим. Я считаю, что сейчас нужно в больших городах вводить масочный режим. Строго, обязательно. Даже, может быть, это будет нелепо звучать, но как-то в Таджикистане с законом принять о том, чтобы носить маски. Потому что сейчас в городе Ош, я не скажу за Джалабад и Баткен, но в общественном транспорте редко кто носит маски. Редко кто соблюдает социальную дистанцию. Я не вижу этого. Я не вижу таких вещей, когда люди должны соблюдать что-то. Нет. Вот если вы видите, я статистику наблюдаю каждый день, что у нас уже, по-моему, вторую неделю постепенно идет рост заболеваемости в городе Ош и на юге, в Джалабаде, Баткен. Идет рост заболеваемости. Если 2 недели назад, по-моему, в Оше было 0, и летальных исходов не было таких заразившихся или заболевших людей, то сейчас уже идет вопрос о росте. От 4 до 6 людей ежедневно у нас появляется людей, заразившихся, больных коронавирусом. Что нужно предпринять? Я думаю, что необходимо здесь, мы должны рассмотреть вот эту систему безопасности. Система безопасности, уже вот старое классическое понимание системы безопасности, реагирование на вот эту пандемию, она должна быть уже по-другому перестроена, переконструирована. На автовокзалах, аэровокзалах, например, нужно обязательно вводить строгие режимы реагирования на такие вещи. Масочный режим нужно вводить. Нужно вводить еще некоторые какие-то ограничения, а может быть и дезинфекционные вещи в общественных местах. Может быть, 2 раза в неделю проводить вот эти санитарные дни в общественных рынках, в общественном транспорте, особенно в транспорте, в троллейбусы, автобусы, маршрутные такси. Обязательно нужно вот это вводить, потому что люди сейчас пока не дистанцируются, люди забыли и забывают. Может быть, это с одной стороны хорошо, но все-таки пандемия никуда не ушла. И нужно обязательно соблюдать вот эти вещи, я так думаю. То есть необходимы какие-то четкие, ясные разработки мер, политики на уровне местного сообщества, на уровне местного управления, потому что вот это очень важно, я так думаю. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Да, спасибо вам, спасибо вам. Я думаю, вопросы будут позже. У нас еще 2 докладчика, и по списку у нас следующий доклад у Ширин Бакытовой. Ширин, вам слово. Ширин, вы здесь?
Да, я здесь. Просто микрофон был выключен, да? Да. Здесь или вы, да, демонстрацию экрана сделаете, или мне самой? Я думаю, Айпери вам передаст права соорганизатора. Единственная Мгм. просьба, коллеги, у нас вот мы немножко позже начали, по 10 минут у нас, да, на основном. Да. У меня буквально 5 страниц. Надеюсь, я не займу много времени, чтобы мысль не потерялась. А я правильно понимаю, мне лучше сделать это на кыргызском, да, Айпери? На том языке, на каком вам удобно. У нас есть вот перевод, как если обратили внимание, подстрочный. Если говорить на русском языке, переводится на кыргызский и, в принципе, с кыргызского на русский в том числе. Окей, тогда. Очень интересная тема, мы об этом еще... Добрый день еще раз, коллеги, рада всех приветствовать. Всем привет большой с города Нарын. Сегодня действительно очень интересная тема, мы об этом еще с коллегами обсуждали после карантина, это было в июне, и мы сегодня уже на такой площадке это обсуждаем. Вот. На вторую страницу уже можно. Ну, какие вызовы все же стояли перед нами? Уже эксперт, предыдущий эксперт, Балджин Майки, об этом говорил, я не буду особо повторяться, но вызовы, когда уже объявили карантин, чрезвычайную ситуацию, потом уже чрезвычайное положение, были такие понятия, то, что все хотели, осознанность и желание в волонтерстве, да, то есть все хотели быть в курсе событий или помогать где-то, быть полезным, где бы они ни были. Это в больницах, это в рядах дружинников, это в рядах волонтерства, где распределяли СИЗы, вообще меры по мерам профилактики, а также вообще в целом еще по гуманитарным распределениям. И одновременно бессилие и безразличие населения и государства. Вот первый месяц очень трудный был, потому что не все знали, как вообще реагировать на это, потому что местное самоуправление вообще, как представитель государства, они не знали, как реагировать и чем помочь, и вообще не было аппаратов, и это тоже предполагало какую-то проблематику. Со стороны населения тоже было такое, то, что они все время занимались пропагандой, то, что со стороны религиозного сообщества, также светских, вообще в целом, что это просто вирус, что это пройдет, это не так уж опасно и так далее. Но на самом деле оказалось совсем по-другому. И они все время деградировали общество для того, чтобы получать нормальную информацию, адекватную, да. И в итоге к этому уже прийти, и все уже мы были в положении ЧАЭС. А потом еще то, что я и говорила, неподготовленность государственных структур, начиная даже от дезинфекции, да, домов, зданий, учреждений и так далее. Вообще они хотя, если говорить о законе, то должно было бы проводиться каждый квартал дезинфекция каждому учреждению. На самом деле до этого ничего не делалось. И дефицит лекарств, что предполагалось, как будто страшное. Реально, когда вот дефицит лекарств наступил, это было ужасно. Вот. И таким образом мы точно поняли, что происходит что-то, что это случилось не только там с Китаем, который ранее, да, в феврале об этом говорили, а точно дошло на нас. И после этого, когда мы все осознали, мы стали реагировать и подходить к решению этой ситуации. Да, можно следующий слайд. Угу. Я по 3
пунктам, то, что относительно молодежи, да, молодежь по трем, вот то, что я понимаю, это определение групп волонтеров. Первое, то, что у нас было в регионе, ребята собрались в группы Бисбергейс, это ну, то есть представители республиканского штаба, это было и в городе, и по всем областям. И здесь они тоже организовали группу волонтеров, которые реагировали на ситуацию во время ковида. И дружинники, они все время занимались информированием населения, что все-таки меры предосторожности, профилактики необходимо делать, носить маски, антисептики. Если не нужно, не стоит выходить из дома, ну, какую профилактику дома делать и так далее. На этой основе они тоже этим занимались. В красной зоне это были студенты медколледжа, которые у нас есть. И в июне уже у нас было организовано стационары в определенных учреждениях, где есть пространство. И тут привлекались силы медсестры, которые есть в школах, а также весь коллектив медучилища, также они были задействованы. А здесь должно было быть видео, я хотела вам продемонстрировать про волонтеров. Но их удалили с YouTube в связи с тем, что 11 будут выборы местные, и те ребята, которые там указаны, они как кандидаты в этом году, чтобы это не выглядело агитацией. Вот. Может быть, у нас будет возможность уже после выборов это увидеть. Потом, можете вернуть эпирик? Угу. Вторая группа занималась поиском финансирования по различным каналам. Первое время, особенно, когда не хватало аппаратов, СИЗов, и во все колокола ребята звонили гражданам, ну, то есть предпринимателям, которые есть в области, то есть и таким образом они искали средства для аппаратов и СИЗов. И третье, то, что для молодежи, да, особенно, может быть, особенно в этой тематике сегодняшней, что мы обсуждаем, это усвоение и открытие онлайн-возможностей. Вот. И следующий слайд. Какой эффект получился все же, да, рассказать? Хочу. Эффект у нас получился таким образом. То есть волонтерские группы быстрого реагирования проделывали огромную, колоссальную работу, особенно когда, вот Бабджан Маги тоже говорил, когда больные находились дома, и они не могли получать уже в больницах, потому что не хватало аппаратов, то именно эти ребята привозили в дома аппараты, и таким образом они даже прошли первую подготовку, как это все делать, уже помочь больным, чтобы на первый раз, и потом уже на порах второй, третий раз они сами делали. И здорово то, что уже на третьем месяце, ну, на половине второго месяца, да, когда карантин случился, один инвестор нам подарил в области 70 аппаратов. Вот, это тоже облегчило, да, состояние вообще, немного нагрузку уменьшило и врачам, и вообще в целом. Таким образом, волонтеры могли помочь почти всем. И второе, по поводу предпринимателей, канал, который поиска денежных средств. Особенно это ощущалось, когда стационары были открыты. И тут мы все, наверное, здесь можем сказать, что кто-то помогал едой, кто-то установил душ, кто-то биотуалеты, кто-то привозил СИЗы, кто-то мыломоющие средства. То есть первая необходимость, чтобы у них было нормальное существование во всем. Кроме аппаратов, которые предоставляли, да, некоторые. Ну и третье, то, что по поводу онлайн-обучения, ну, до сих пор, мне кажется, мы продолжаем открывать эти возможности, потому что в рамках онлайн-обучения, ну, то есть наша работа и обучение стало отражать и доказывать сущность, насколько мы стремимся к быстроте и вообще современный человек к
чему он идет. Ну и еще хочется здесь просто простота приобретения и тоска по людям. Ну, мы тосковали по людям. Вот это хотела бы сказать. И какие уроки мы извлекли от этой ситуации? Потребность, скорее всего, то, что потребность в волевых решениях и лидерах, особенно молодежь в этом очень сильно нуждалась. И на местном уровне, и на государственном, республиканском уровне. Я даже спрашивала у некоторых, когда готовилась к этой презентации, вы ощущали, то есть поддержку со стороны государства? Они говорили, даже президент во время ковида ни разу почти не выступил. Ну, то есть вообще, да, не высказал какое-то свое мнение. Вот. Отсутствие участия государства во время ковида. Очень часто об этом сказали. И хочется, какие уроки мы извлекли. Ну, конечно же, это бесстрашие сообщества. В частности, когда происходили потери в рядах волонтеров. Ну и вообще людей, населения. Здесь можно было наблюдать, насколько люди отважны в целом. И поиск решения противостояния ковида. Мы сейчас наблюдаем, что вакцинация и так далее, она на стадии для того, чтобы всем передать, и чтобы у всех была возможность вакцинироваться, она до сих пор остается не всем доступна. И хотелось бы, чтобы это понятие, оно поскорее ушло, но и нельзя утверждать, если ссылаться на какие-либо исследования, да, точные, авторитетные, то мы должны переболеть все, чтобы быть готовым ко всему. Но на этом, наверное, все. У меня. Всем мирного неба и здоровья. Да, спасибо большое, спасибо. Не могли бы вы потом презентацию выслать нашим коллегам, да? Нам потом надо будет составлять отчеты. Да, я IPR отправила. Ага, отлично. Ага, все. Спасибо. Так, и по графику у нас следующая презентация, следующий доклад у Биктура из Таласа. Биктур? Биктур, вы здесь? Биктур Мурза? Да, здесь. Да, Плак sizde. Позвольте мне выступить на кыргызском языке. На любом языке, на каком удобно. Ага. Ну, биздагы. Подсрочный перевод будет, ребята работают. Ага. Биздагы пандемия убакта 4 ай ошол жумуштарды токтогондо биз ыктыярчылык кылып жүрдүк. Ошол убакта эң кыйынчылык жараткан бул ошол мамлекеттик органдарда ошол медицина тармагында координациянын жана ошол координаторлордун эл менен болгон байланышуусунун сапатын төмөндүгүн байкадык да. Анткени жанагы концентратор, гепарин, клексан да башка мындай популярный болуп кеткен дарыларды кайсыл районго, кайсыл больницага канча керек экендиги так маалыматты элге жетпей атты да, ыктыярчыларга. Анткени топтор көп болду. Биз дагы этегенде аракет кылдык. Биз жумасына ошол ар бир райондук ооруканаларга менен байланышып, ошол жака канча гепарин, канча клексан же канча концентратор, башка аппараттар керек экенин түзүп, биз соц тармакка чыгарып аттык да. Анан ошого карата дагы Москвадан, Америкадан, Кореядан, Турциядан, Бишкектен, ушул таластык дагы активист ыктыярчылар ошону карап таласка жардам көрсөтөт да. Анан кийинки жакшы бир могу тынчтык куруу же болбосо жанагы зомбулукту алдын алууда негизи жанагы спорт тармагында челлендждер дагы болуп атты. Мисалы, анжыманы кылып, видеого тартып, ошону досторуна бөлүшүп,
ошондой эле бир маданий тармактардагы ырдап, комузда ойноп, же болбосо башка бир инструментте ойноп, ошону дагы чыланчыктарды чыгарып, баягы пандемия убакта үйдө отурганда ошондой да бир бири бирин алаксытуу, өздөрүн алаксытуу болот да. И ошондой эле жаратылышка дагы чыккандар болот да. Бул дагы ошол зомбулуктун алдын алуусуна абдан пайдасын тийгизип атты. Анткени бул чоң шаарларда дагы абал кыйын болду, бирок региондордо ага караганда жеңилирээк болду. Анткени бизде тала жакын, тоо жакын да, ал жака чыгып кетип атты да. Ал жакта элдер жок, аз, анан кийин ошол жака чыгып дагы бир өзүнүн бир психологиялык жактан эс алып келишип атты да. Бул дагы ошол зомбулуктун алдын алууга жакшы жардам берди. Анан бизде Таласта билесиздер, 2 ай, 3 айга чейин, ошо 2 ай, 2,5 айга чейин биз Талас эли аябай жоопкерчиликтүү мамиле кылышты да. Биз дагы жаштар дагы чогулуп, группаларга, айылдагы группаларга, ар кайсы группаларга ошол мунагы кыймыл аракетти башка жактарга чыгуу боюнча убактылуу чектөө киргизүү боюнча маалыматтар берип аттык, тиешелүү маска, антисептик боюнча маалыматтар берип аттык, анан кайсыл жакта, кайсыл жолдор жабык боюнча маалымат берип аттык. Ошого жараша дагы элдер ар бир айлык бүт өзү уюшулуп, өзүнүн аймагында контролдук пункттарды коюп контролго алып атты да. Бирок башында жанагы температураны ченөөчү, сатурацияны ченөөчү аппараттар, маскалар, антисептиктер өтө жетишсиз болду. Бир убакта маскалардын такыр эле калбай жетишсиз болуп, баасы өтө кымбаттап кетти. Мисалы, 10-15 сомдук масканы 100 сомго чейин сатылып атты да, 100 сом, 120 сом, 150 сомго чейин сатылып атты. Анткени жанагы формасы башкачараак болгон маскалар азыр 15 сом эле тегереги да, 10-15 сом тегереги. Бирок ошондо 100 сом, 120 сомдон болуп атты. Биз оптом 45, 50, 60 сомдон сатып келип элге тарататтык да. Анан баягы кыйынчылык баарына бир келгенде элдин ынтымагы күчөйт экен да. Ошону байкадык. Анан башында албетте паника болду, мындай коркуу болду баарында. Анткени бүгүн эле жашынакай эч оорубай басып жүргөн адам эртең кайчып кетип атты да, жакындарыбыз, кошуналарыбыз өтүп кетип атты. Ошон үчүн дагы жакын адамдан мындай өлүмдү көргөндөн кийин дагы элдер буга батыраак ишенип, анан кийин жанагы айтылган эрежелерди сактаганга абдан аракет кылышты таластыктар. Анан азык түлүк коопсуздугу маселеси дагы өтө курч абалда экенин көргөздү. Биз жанагы продуктларды аябай көп таркаттык, үймө үй кыдырып, өзүбүз жанагы формаларды кийип алып, кыдырып таркатып жүрдүк да. Элдер чын эле ошол убакта эт эмес, элементардык рожкилерге дагы, майга дагы тартыштык пайда болгон. Анткени жумуштары жок, запастары алган эмес, күнүмдүк оокатын таап жашагандар көп болчу. Ошолорго өтө кыйын болду. Кээ бир баягы запасы бар адамдарга мындай жеңилирээк өттү да. Анан ортосунан кийин ошол ыктыярчылык да күчөдү. Биз дагы ошол Таластан кээ бир айылдагы жаштарды дагы, райондогу жаштарды улам силер дагы чыккыла, силер дагы уюштургула деп жатып, алар дагы ар бир өзүнүн айыл өкмөтүнүн деңгээлинде иш аракет кылышты да. Бирок бир кейиткен нерсеси, жанагы саламаттык сактоо министрлигинен дагы дарылоо протоколдордун улам обушкандыгы дагы терс зыян берди. Ошондой эле жанагы концентратор боюнча дагы мындай маалымат терсип кеткен дагы мындай экономикалык бир жоготууга алып келди да. Анткени биз врачтар менен ортосунан кийин уже сүйлөшүп баштаганда алар концентраторлордун
10 литрден өйдөңкүсү гана жардам бере алат. Ага чейин 5 литрлик, 3 литрлик концентраторлордун жардамы өтө эле аз, пайдасы аз деген маалыматтар чыккандан кийин анан кийин концентраторлордун келүү потогу азайды да. Бирок ага чейин өтө көп концентраторго акчаны элдер чогултуп алып коюшкан эле да. Мунун баардыгы азыр колдонулбай жараксыз калып атат да. Анан кийин жанагы атайын газ баллон менен азот жана кислородду орнотуу системасы дагы популярдуу болуп, ошо боюнча ошого өтө баштады да, экономия депчи. Аны дагы биз Таласта жасап көрдүк, облустук ооруканага жасап киргизип бердик да. Ошонун баардыгы мындай башалма болуп кетти да. Жалпы бирдиктүү биздин өкмөт дагы эмне кыларын өздөрү билбей калышты. Элдер дагы өкмөттү карабай эле, ар ким өзүнүн аракетин кылып эле, кимден эмне болуп калса эле ошону кылганга аракет кылышып атты да. Башаламандык болуп калды да, координациянын жоктугу. Анан бул жерден кийинки ушундай акыбалга азыркы дагы 3-чү волна дагы деп атат. Бирок азыркы учурда элдер ал нерсеге көп ынанышпайт, ана эрежелерди сакташпайт деп мен прогноз кыла алам. Анткени эл арасында сүйлөшүп жүргөндө өткөндөгү биринчи волнанын этегинде деле биз бул оорудан ар ким өзү иммунитетине карата баарыбыз ооруйт экенбиз, иммунитети мындай күчтүүлөр тирүү калат, болбосо кээ бирлер өтүп кете берет экен, айла жок буйруганы көрөбүз деп дагы тобокелге салып калгандар болду да. Анан азыр болсо нормалдуу жашоого көнүп алгандан кийин, биринчи волнаны көргөндөн кийин азыркы учурда жанагы бул атайын даярдалган программа адамдардын санын кыскартуу боюнча золотой миллиард дейбизби же башка жанагы атайын жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун атайын бул кылган элдин санын азайтуу боюнча кылган иши деген дагы маалыматтар соц тармакта өтө көп жайылгандыктан ошого элдер көп ишенип атат. Бул искусственный болуп атат деп азыр кийинки 3-чү волнада элдер баш ийүүсү өтө эле кыйын болот да. Бирок маска боюнча дагы азыр көп имиштер жүрүп атат, бирок дагы деле так биздин жарандар өкмөткө, биздин саламаттык сактоо тармагына ишеними өтө аз да. Ошондуктан масочный режим боюнча дагы масканы дагы соц тармакта жүрүп атпайбы азыр? Мисалы көпкө тагынсаң кайра бул ошол микробдор толот дагы ошол жер кайра өзүңө зыян берет деген сыяктуу. Анан бардык үй бүлөдө масканы күнүгө мисалы 5-6 ону обуштуруп тура турган шарттары жок. Эгер мамлекет ошондой чын эле масочный режимди киргизе берсе, анда сөзсүз түрдө жанагы Кыргызстанда өзүнүн маска чыгарып, жакшы сапатта маскасын чыгарып, элдерге массалык түрдө тарката бериш керек да. Азыр мисалы биз дагы биздин уюм запас катарында антисептиктерди 100 литрден ашык антисептик дагы бир 5-6 миңден ашык маскаларды N95-теги жанагы сатурация ченөөчү аппараттарды дагы башка жабдыктардын баарын алып дайындап койгонбуз. Кийинки балким 3-чү волнада көчүп кетсе, биз дагы ушул запаста болуп турсун депчи. Анан өткөндө дагы маска жетишпей калганда мамлекет тараптан ошол маска чыгаруу боюнча дагы эмнегедир өтө эле мындай алсыздык болду, бирок жеке ишкерлер тарабынан ошол маскаларды чыгарып сатып баштады да. Ошонун эсебинен дагы маскалардын баасы төмөндөп, элдер маска кие баштады. Анан богу пандемия кийинки учурга дагы биз дагы азыр онлайн тармакта ар кандай ыкмаларды үйрөндүк. Биз дагы ушул акыркы 2020-жылдын этегинде долбоорлорубузду онлайн форматта өткөрүп аттык да. Онлайн площадкалар өтө көп экен, интерактивдүү өткөргөнгө, кызыктуу кылыпчы. Көп семиналар болду. Алар болсо ушундай эле сөз түрүндө болот да. Сөз түрүндө мындай кызыксыз болуп калат да.
Ошон үчүн ар кандай онлайн площадкадагы инструменттерди колдонуп, интерактивдүү тренингтерди дагы оюндарды да кылсак болот экен деп биз үйрөнүп атабыз. Буюрса, эгерде мында болбой эле койсун, бирок болуп калса пандемияда биз ушул жаштарды өнүктүүнү токтотпойбуз, алардын дагы ошо бош убактыларын туура пайдаланууга жана алардын ошол өзүн өзү өнүктүрүүгө түрткү берүүчү ошол онлайн площадкаларды, тармактарды колдонуп өткөрөбүз. Анан өтө дагы бир маанилүү нерсе бул мектеп мугалимдеринин ошол азыркы маалымат технологияларын колдонуунун өтө мындай билбегендиги да. Анан WhatsApp менен окуп атты, бирок кээ бир мугалимдер WhatsApp менен да колдонгонду кыйын болду аларга. Анан Zoom программаны колдонушун дагы бизде интернеттин дагы жетишсиздиги бул ошол балдарыбыздын ошол 2020 жылдагы сабактарын бир 100% болсо ошонун 10-15% кабыл алды, түшүнүп калды дегенди мындай мен айта алам да. Анткени региондо биз көрүп аттык, байкап аттык, ошол айылдарда интернеттин ылдамдыгынын дагы төмөндүгү дагы ошол окууга өтө чоң зыян берип атты. Демек биз дагы 2 жылдан бери цифровизация деп санаттештүү деп келе атабыз, бирок ал сөз менен калып, иш жүзүндө эч кандай санаттештүүгө карата аракеттин болбогондугу бул пандемия далилдеди. Бул жана айткандай эле санаттештирүү мамлекеттик муниципалдык кызматтардын да эл менен болгон байланышында дагы көрүндү. Анан кийин мугалимдердин дагы ошол маалымат технологияларын колдонуу көндүмдөрүнүн дагы деңгээлин көргөздү. Окуучулардын дагы ошол санариптик технологияларды колдонуу жабдыктарынын жоктугу дагы инфраструктура, интернет болобу, инфраструктуранын өтө төмөндүгүн дагы бул далилдеди да. Ошого байланыштуу биз тармактар боюнча дагы ишти чукул түрдө башташыбыз керек да. Азыр могу мугалимдерди сөзсүз түрдө баардыгын ошол IT тармагында элементардуу компьютерди, анан ошол компьютер менен колдонгон ошо байланыш программаларын колдонуу боюнча интерактивдүү могу онлайн площадкаларды, сайттарды, платформаларды колдонуу боюнча окутууларды сөзсүз түрдө жүргүзүш керек да. Анан сөзсүз түрдө интернеттин ылдамдыгын жоготуш керек. Рахмат, суроо болсо берейин. Рахмат. Виктор, коллеги, хотелось бы напомнить, что сегодняшняя тема посвящена не просто COVID, а именно тем выводам, тем урокам, которые мы сделали. Ну, наверное, первый урок – это то, что любую беду можно преодолеть сообща, да, не деля людей, наших граждан по национальности, по религиозной принадлежности и так далее, да. Не деля по имущественному состоянию. И действительно, когда такая большая беда пришла, то мы видим, что и в разных регионах разные люди, разные религиозные принадлежности, национальности и так далее помогали друг другу, не делая различий. Да? Главный критерий был: человек действительно нуждается, болеет, надо помочь. Не только лекарствами, но и продовольствием и так далее. Второй хороший урок, и я об этом говорил Виктор, о том, что мы начали осваивать компьютер. Да? Мы стали, вот как сегодня, например, ведем вебинар, появились новые возможности. Мы поняли, что можно действительно то, что на бумагах было написано 4-5 лет тому назад, цифровой Кыргызстан, да, ну, скажем так, мы теперь в этом направлении уже дальше продолжаем работать. И Айпери, вы хотели объявление сделать? Нет, у меня был вопрос касаемо... Спасибо большое, Виктор. Меня так, слышно, да? Вопрос задавайте, да, у нас просто уже 15:56. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Да, слышно. Хорошо. Виктор, я хотела у вас спросить, вот спасибо большое за то, что вы поделились, ну вот, к чему вы научились, а вот конкретно можете ли вы поделиться вот ближайшие, например, да, вот еще сложности могут быть, да, с COVID, как молодежь
готова ответить на эти вызовы, как она готова среагировать, да, на возможные конфликтные ситуации, насколько она сплоченная стала. Вот. Аха, рахмат. Жаштардын өзгөчөлүгү бул мобилдүүлүктө жана ошол маалыматтык технологияларды колдонуу жөндөмдүүлүгүнүн жогорусунда да. Демек биз ушундай баягы сыр чатак болобу, зомбулук болобу, ошолордун алдын алууда, бири бирибизге болгон маалымат беришүүдө же ошол нерсени коомчулукка чыгарууда бул роль жакшы ойной алат. Ошондой эле жалпы элди дагы ошол чыр чатактарды болобу, пандемиядан байланышканда ошолорду болтурбоого, жакшы бир позитивдүү челлендждерди тартуулоого дагы өзүнүн ролун көргөзө алат да. Анткени жаштар баягы челлендж кылып, биз тынчтыктын же болбосо бир эч кимди бөлбөй, биз жаран катары, адам катары бири бирибизди сыйлайбыз. Биз мисалы, биз дагы сиздерди дагы улуу муун чакырабыз, үнүбүздү угуңуздар деп аябай челлендж кылса, бул дагы өз таасирин берет да. Ошондой эле эгерде ушундай бир жаман окуялар болуп кеткен болсо, аны тез арада ошол укук коргоо органдарына жеткирүү же ошондой эле коомчулукка жарыялап, ошол маселени азайтып же чечүүгө дагы өзүнүн чоң ролун ойной алат да. Рахмат. Мне кажется, вот протоиерей Алексий может тоже поделиться тем, как молодежь с ваших наблюдений, да, протоиерей Алексей, как молодежь, прихожане помогали преодолевать, с терпением относиться к тем вызовам, которые были, да, там, будь это вот октябрьские события, будь какие-то драки, которые иногда происходят и так далее. Есть ли такие примеры у вас? Про политические... Здравствуйте. Сказать, конечно, не смогу, потому что мы призываем своих верующих в их провокациях не участвовать, избегать. А когда действительно в прошлом году всех постигла эта беда, общая пандемия, конечно, сначала были все растеряны тоже, среди православных, не понимали, что делать, но, слава Богу, быстро нашлись люди, которые организовали волонтерское движение, наш социальный отдел и молодежный отдел в этом активно участвовал, без каких-то санкционирований от властей, или, имею в виду даже церковных, сами люди, сами наша молодежь вступали в эти сообщества, потому что состояли в группах, в WhatsApp и в других соцсетях, и вместе принимали самое активное участие, посильное участие в оказании помощи всем нуждающимся, вне зависимости от национальности, от религиозной принадлежности. Это действительно бесценный опыт, это очень важно. Это не только раскрывает возможность именно помогать друг другу, но и, что немаловажно, раскрывает нам людей новых, потому что, может быть, думали, что как-то все отстранены, каждый сам по себе. Оказалось, что среди самых разных людей неожиданно могут оказаться очень отзывчивые, активные, даже способные на какие-то жертвы, потому что опасно было. Многие, кстати, об этом среди волонтеров не всегда сами они об этом говорят. Очень много заболело и тяжело переболели, потому что в самой гуще событий были. Но это раскрывает нам наших людей, наших героев, можно так сказать, и вселяет надежду, что благодаря таким людям, таким нашим согражданам у нас есть хорошее будущее. Да, действительно, спасибо большое. И, наверное, это есть после таких слов, наверное, можно больше ничего и не добавлять, да. Действительно, есть надежда на светлое будущее, когда есть люди, которые готовы бескорыстно делиться с другими людьми тем, что есть, да.
помогать друг другу и так далее. Коллеги, у нас есть еще вопросы, комментарии, предложения? Так, Ширина улыбается, но мы вас не слышим. Если вот микрофон включите, вас услышим. Это в целом, мне кажется, насчет вопроса IPR я хотела просто дополнение сделать. Мне кажется, скорее всего, будут и те, которые прям от души, да, вот сердцем искренне все это делать, и найдутся и в волонтерстве, вообще благотворительности, но и найдутся те, которые обязательно будут направлять в другое русло и находить оттуда и отрицательные черты. Просто когда в конце декабря всем стали вручать грамоты со стороны области, республики, города, мне кажется, со мной Виктор тоже согласится, среди молодежи были некоторые разногласия, почему им, а не нам и так далее. Но у тех, у кого это спрашивали, мы, насколько это возможно, кого мы увидели, мы их рекомендовали, да? Но и получилось и на этом этапе тоже, что были не согласны. Поэтому всех, всю молодежь, как просветить мы сможем, мы это с уверенностью говорим, потому что мы всех приглашаем к этому. Но только зависит от молодежи, он хочет ли быть соучастником изменений, даже таких, как COVID, да? Да. Молодежь разная, и получается так, что даже действительно к тем людям, молодым людям, которые заслужили почет и уважение своими добрыми делами, всегда найдется другой человек, который тоже хотел бы получить кусочек чего-то, да, не прилагая никаких сил, и иногда даже действуя не совсем в том русле, в котором нужно было. Я думаю, это действительно такая важная мысль. Но да, мы констатируем это то, что есть, это было, скорее всего, это и будет дальше. Но, наверное, здесь задача в том, чтобы не дать угаснуть тому светлому, что у нас есть. Да? Есть у молодежи, у старшего поколения. Вот Виктор говорил, что и старшее поколение тоже приглашают на встречу с молодежью, прислушиваются. Старшее поколение же тоже разное. Да? Так, Виктор? Вопрос? Söz var mı? Qo'shimcha. Просто мне тоже вначале было обидно, когда вручали грамоты или благодарственные письма, да, тем, кто работал в пандемии. Но я знаю, да, вот по Таласской области, кто реально работал, кто нет. Но я сам не стал писать, что я такой, я сделал. Мы просто промолчали, потому что мы не работали ради благодарственных писем или грамот. Да, мы делали, потому что мы видели, как люди умирают и как нуждаются в наших помощях. И будем дальше продолжать. Буквально вчера мы это раздали 100 нуждающимся семьям продукты питания в сумму 3000 сомов каждому, да? Там муку, рис, соль, другие, да? И поэтому не смог вчера тоже присоединиться в онлайн-встрече. Мы дальше будем продолжать, но мы не претендуем на какие-то грамоты или благодарственные письма. Ну, есть вот хорошая поговорка, да, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Поэтому сколько бы люди не говорили, что они помогли другим, но не помогли, люди-то знают, да, народ-то знает, кто действительно помогал, а кто не помогал. Вот Ширин поднимала руку, да? Да. Я хотела такую тенденцию еще сказать, то, что сейчас у нас вот послезавтра будет выборы местный кенеш, и у нас в городе идут 9 партий политических. Это 431 одна кандидатура на 21 место, да, и они все баллотируются, и из них очень большое количество это молодежь. И когда они агитируют и также включают те моменты, когда они были, участвовали вообще во время ковида и помогали людям, и они это афишируют, чем они занимаются.
Хотя, то есть совершенно по-другому, да? То есть до ковида они ничего не делали, только во время ковида. И таким образом идут местный кинеш. Ну, конечно, мы увидим уже в понедельник, кто станет депутатом, но вот такая тенденция тоже среди нас. Она прослеживается, и мы это видим. Кстати, Виктор, ты идешь на выборы? Ну, вот, Только чтобы мы могли быть Здесь, полезны. наверное, стоит еще другой же вопрос. Да, добрые Да. дела делаются, помощь оказывается, и, наверное, это надо показывать. Да? На благо у нас есть вот социальные сети, YouTube-каналы, паблики и так далее, посредством которых о своих добрых делах можно рассказывать более широкому кругу заинтересованных лиц. Не только, например, город Нарын, город Талас, там, город Бишкек, но и на всю страну можно показывать, да? Своим друзьям, коллегам по сетям и так далее. Да? И, наверное, это надо использовать и показывать. Да? А то действительно ваши заслуги присвоит кто-то другой. Да? Вот. И это тоже вот как бы почва для нового конфликта, да, среди молодежи. Опять-таки, вот когда кто-то делает, их труды присваиваются, понятно, что люди недовольны немного, и неизвестно, там, когда будет накапливаться вот эта масса неприятия друг друга, куда она приведет, да, к чему это приведет. У нас, напомню, еще выборы в Джугурку-Кенеш. Да. Есть ли еще комментарии? Ну, наверное, мы все друг друга не видели, поэтому да, спасибо нашим организаторам. Те, кто приедет в Бишкек 12-го, будут участвовать в мероприятиях, я думаю, там мы еще встретимся. Вот. Если не встретимся 12-13, то я думаю, мы обязательно встретимся до конца года точно. Дай Бог, чтобы все было хорошо, чтобы поменьше было у нас, все болезни обходили нас стороной. Вот. И как только будут позволять возможности, в первую очередь, не будет каких-либо причин для угрозы здоровью и жизни наших сограждан и нашим собственным. Я думаю, если не через International Alert, то через другие возможные пути, которые у нас существуют, я думаю, мы обязательно еще раз встретимся. Да? Спасибо вам за то, что поделились теми наработками, которые